Всем привет, дорогие друзья! Саша Шаман, тебе большущий привет! Всем привет, кто смотрит, и Александру Габышеву. Саш, ты просил ответ записать на камеру. Вот, держи тебе ответ от камеру от семьи Витязей, Крюковых, князей. Уже очень много названий, но я помню то имя, которое ты мне дал, Витязь. Воин, я следую этому. Саша, мы тебе верны и остаемся верны тебе до самого конца. Мы с тобой, мы тебя поддерживаем. Билеты мы купили еще неделю назад. Мы улетаем уже завтра. То есть мы выполняем полностью твой отданный приказ. Саша, отбрось все сомнения свои. Мы с тобой. Мы в тебя верим, мы тебя поддерживаем. И как ты говорил, что ты нас любишь, ценишь и уважаешь, точно так же и мы тебя любим, ценим и уважаем. Уруй Айхал, Саня, мы с тобой. Верь нам. Всем привет. Привет, Саня. Уруй Айхал. Ты вот говоришь про какой-то там раскол. О каком расколе вообще идет речь? И вот обрати внимание на то черное крыло, которое рядом с тобой, прежде чем говорить о расколе. Никто никогда не собирался раскалываться. Мы делаем дело, ты нас распустил, мы посчитали нужным дальше как бы будить народ. Почему нам это запрещено делать? Тебя мы ценим и уважаем, как нашего предводителя, как нашего наставника, который вот повел, который всколыхнул в России вот эту вот волну. И мы собираемся ее нести дальше, эту волну. Мы же не отказываемся от этого. Мы организовались и обозначили как аббревиатурой ШАГ. Шаман Александр Габышев. Сделай шаг. Сделай шаг в сторону свободной России. А то, что там какой-то раскол или еще что-то, там кто-то перетягивает одеяло на себя, у нас и в мыслях этого не было. Откуда такая информация у тебя, я не понимаю. То, что там может быть вот с твоего источника, который рядом с тебе сидит, и советник этот, и шепчет на ухо, может, отсюда у тебя какие-то выводы неправильные происходят. И эти выводы не соответствуют действительности. Ты сказал нам уезжать. Мы не могли сразу уехать. По какой причине? Во-первых, у нас не было денег, чтобы отсюда уехать. Во-вторых, билет на самолет мы купили только на 7 число. Были место. Завтра мы уже улетаем. То есть неделю назад мы купили билеты. Какие могут быть еще к нам претензии? То, что мы не подчиняемся тебе, ты нас распустил. Мы тоже свободные люди. Приказа от тебя никакого не поступало. Больше. Поэтому мы решили действовать вот такими методами. То есть нести твою же идею дальше. Пробуждение народа. Мы в бубен стучать не будем, в Москву приедем. Мы это не умеем. Это твоя прерогатива. Но та цель и идея, которую ты нес, мы хотим продолжать. Все. Привет, записываю специально для своего канала, YouTube канала и для Александра Шамана. Завтра, 7-го, мы выполним твой приказ и все разъедемся по домам. Я лично считаю тебя шаманом и хорошим командиром. Без лукавства, без лицемерия. Я это считаю действительно так. Завтра утром мы все разъедемся. Я знаю то, что ты за нас очень переживаешь. Не столько как за себя, а за участников. Я знаю, Александр, что у тебя страха нет. Только лишь переживания за нас. Ты настоящий воин.
и готов умереть в поле боя, не сдаться живым и принять сражение. Я знаю это. Ты можешь. Мы разъедемся завтра, выполним твой приказ. Почему мы раньше этого не сделали, так как раньше не было возможности, да и средств не было. Как появились только средства, мы сразу купили билет, все дружно впятером, самолет, аэропорт и курс на запад. С сегодняшнего дня отряд разъезжается, но мы едины с одним тобой. Если ты еще позовешь нас, мы обязательно прилетим. Это 100%. Александр, добрый день. Это, конечно, немного странно, что мы общаемся с помощью видеороликов, которые посылаем друг другу, так сказать. Когда между нами всего-навсего 2 километра, и для Якутска, и для нас, прошедших столько километров вместе, сотни километров, 2 километра это вообще не проблема, так сказать, прийти и говорить друг другу самое сокровенное, и каждый искренне и сокровенное. Ну, раз ты просишь, тем более ты просишь делать это публично, разумеется, твое желание очень важно, значимо, и я его выполняю. Я относился и отношусь к тебе не только с уважением, а с огромной человеческой симпатией, сердечной симпатией, душевной. Благодарен за судьбу, которая познакомила нас, а главное дала возможность увидеть, не просто услышать какие-то слова, призывы там в интервью, там еще что-то где-то, нет. Видеть, жить рядом, двигаться вместе с уникальным человеком. Я считаю тебя, Саша, уникальным человеком планеты Земля. Уникальным. И мне посчастливилось 2 месяца идти вместе, наблюдать, быть рядом. Это замечательно. Ничего более прекрасного, наверное, в моей жизни не было, ну, если не считать любви к женщине и к детям. Так что, Саша, уважаю и люблю тебя. Но хочу напомнить, Саша, что я еще до митинга, до 26 октября, я вышел из отряда и сказал тебе об этом официально и публично сказал. Я из отряда вышел. С этого момента я свободный человек. Я предложил тебе просто зайти, попрощаться, чтобы я зашел, попрощался как с человеком, а не как с командиром отряда. Ты сказал, конечно, заходи. А теперь какие-то ролики нужны, извинения и так далее. Саша, извини, если я что-то не так сделал. Прости. Ты умеешь прощать, я знаю. Я тоже учусь прощать. Это гораздо труднее, чем мне казалось. Но я буду пытаться. И пробую. Сделал вроде какие-то первые шаги на этом пути. Наставление твое помню. Не забуду его. И постараюсь последний отрезок жизни прожить в соответствии с тем наставлением, которое ты мне дал в трудную минуту своей жизни. Саша, люблю тебя и уважаю. Не беспокойся, пожалуйста. Еще он говорил, что единый отряд. За отряд я ничего говорить не буду. Я из него вышел.